Лечение травами – это хорошо или плохо? Где находятся мощи Матроны Московской и когда наступает церковное новолетие? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Хорошо ли быть здоровым? Конечно, хорошо. Здоровье – это и прекрасное самочувствие, и радость близких, и силы для добрых дел. В различных опросах общественного мнения, касающихся системы ценностей нашего общества, здоровье неизменно занимает первые 2-3 строчки. В разном порядке первые места достаются здоровью, успеху в работе, деньгам и семье. Духовность в этой системе ценностей занимает почетное 4-е место. Трепетное отношение к собственному здоровью становится страстью, а здоровье – кумиром. Надо ли уделять столь пристальное внимание телу? Потому что тело – это всего-навсего ослик, на котором душа едет по дороге, которая называется жизнь. Надо ли ослика халить, лелеять? Я думаю, надо все в меру соблюдать, потому что если сильно халить ослика, то он может взбеситься и сбросить эту душу на пыльную дорогу. Но если за осликом не ухаживать, вообще не кормить, то он может умереть раньше времени, и душа не доедет по пути дороги, да, по жизни до совершенствования. Желание человека к телесному здоровью, оно понятно, оно законно, потому что страдания, которые вызывают болезни, они человека заставляют искать какой-то выход. Конечно, здоровым, сильным и ловким быть хорошо. Но что делать тем, кто заболел? Идти к врачам или, как сейчас модно стало, обратиться к целителям? Специалистов много различных направлений, и целительств видов очень много. Можно сказать, что есть специалисты, которые лечат травами, литотерапией лечат, камнями лечат, та же самая литотерапия. Есть специалисты, энергия рейки такая есть. Также много видов целительства, люди читают молитвы. Я считаю, что целительство, от слова целить, то есть помогать людям, исцелять, я считаю, что надо ходить. Но тут важно найти, самое главное тут не как людей исцеляет, а именно кто исцеляет. То есть, если хороший специалист, хороший наставник или хорошая бабушка, мудрая, к примеру, то она может исцелить своим советом, к примеру, либо почитать те же самые молитвы. Поэтому я, в принципе, считаю, что это всегда полезно, всегда существовало издревле. И как бы большая альтернатива людям, которые, например, боятся какой-то религии или к храму, или хотят по одному прийти. Можно ли верить целителям? Можно к ним ходить? Я не знаю, я примерно не верю. Не верите? А вот те, которые молитвы читают? Ну, это когда в церкви, конечно. А травники? Ну, травники-то, может быть, что-то знают. Вы когда-нибудь ходили в своей жизни к целителям? Нет. А как вы думаете, вот и можно верить? Можно к ним пойти? Не знаю. Они вылечат? Я сомневаюсь. А к травникам можно пойти? Ну, травы еще, наверное, да. Наука все-таки. Верите? Кого? Целителей? Нет. Ни разу не ходили? Нет. А травникам верите? Травникам, да. Не верите? Целителей? Нет. Не пойдете к ним? Нет. А травники? Ну, травники верю. Вы бы пошли к целителям? С трудом. А в травников верите? Травы, да. Я мужа лечу травами. А почему вы целителям не верите? Ну, может, не знаю. Нет доверия. Почему-то нет. Многочисленные средства массовой информации пестрят объявлениями. «Излечу», «Помогу избавиться от болезней», «Потомственный целитель», «Православный врачеватель». Можно ли им доверять? Православная церковь строго запрещает обращаться за исцелением от болезней к экстрасенсам, колдунам, магам и другим подобным. Потому что все они связаны с бесовской силой. Их энергия, энергетика – это бесовская энергетика. И люди, которые обращаются к ним, они подпадают под власть дьявола. А травы и врачи-травники – от Бога. Многие люди даже из православной церкви смешивают врачей-травников и экстрасенсов, колдунов, и ставят их в один состав. Но это неправда.
В XIX веке народная медицина имела характер знахарства. От слова «знаю». Туда относились многие приемы врачевания болезней на основе веками накопленных наблюдений. Вправление вывихов, лечение переломов, диетотерапия. Это мед, продукты пчеловодства, кумыс и, конечно же, траволечение. Лечение травами, вот я как фармацевт, который работает в аптеке 28 лет уже, я знаю, что травы имеют очень хороший терапевтический эффект, но лечение более длительное, нежели медикаментами, которые тоже во многом, много препаратов у нас получается из лекарственных растений, которые освобождаются от балластных веществ при этом. Но получается, убирается какое-то комплексное действие, которое травка оказывает на организм человека. Пусть лечение более быстрое, но оно имеет побочные действия. Вот. Травы же, как правило, имеют комплексное воздействие на организм человека, не имеют побочных действий. И если целитель, травник грамотный, знающий травы, я думаю, что это очень даже допустимо и полезно. Раньше, когда не было врачей, были же травники, лечили травами. Я не первый раз обращаюсь, мне помогли. И очень хорошо помогли травы. Травники, наверное, отличаются тем, что они, наверное, знают травы, собирают травы, заготавливают сами. Сами занимаются сборами трав, правильными сборами. Поэтому, конечно, они больше могут помочь людям. В России существовала тысячелетняя народная традиция врачевания, использующая в основном лекарственные травы и растения. Собирались они благоговейно, с молитвой к Иисусу Христу, Пресвятой Богородице и Иоанну Предтече. Вот трава. Какая связь между этой травой и православием, и вообще траволечением? Эта трава называется в народе плакун трава. В науке дербеник или литрум соликария. Эта трава, по народным поверьям, может даже пьющими траву открывать клады под землей. Понятно, что это иносказательно, но тем не менее суть схвачена очень верно. Трава убирает скорбь в человеке, поэтому плакун трава, то есть она выжимает слезы из человека. Слезы, внутричепное давление – это скорбь, а скорбь – это тоже грех. И вместо скорби эта трава, скажем так, загоняет артериальную кровь нам в мозг. И мозг, получая дополнительное питание, приходит в состояние радости. Я считаю, что это и суть православия. Живи в радости, живи в любви, живи в ожидании чуда, да и чуда радостного. И скорбь все-таки надо переносить с благодарностью. События, которые вызывают нашу скорбь, надо выносить с благодарностью, потому что все дано по воле Божьей. И если мы не смиряемся в этой скорби, то мы идем против Бога, потому что все угодно Богу. Нам в наследство от предков достались рецепты многих сборов лекарственных трав. Ведь в течение длительного времени травы являлись практически единственным средством лечения. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими, говорится в Библии. Цели православия и фитотерапия, они совпадают. Разные средства, но единая цель – это создать такого человека, единого в своих стремлениях, единого в стремлениях к Богу, в стремлениях к радости, к любви, побеждая и сомнения, неверие, и скорбь, слезы. И я считаю, что траволечение, фитотерапия и православие – это как старший брат с братишкой, как мама там и ребенок. Но фитотерапия и по свидетельству святых отцов занимает важное место как средство в укреплении веры и неправильно опровергать траволечение как противоставляющее православию. Я в этом уверен. Многие задают вопрос, как связано православие с травами? Но это неправильно заданный вопрос. Правильно задать вопрос будет так. Как относится с православной точки зрения, как относиться к лечению травами? И православная церковь дает такой ответ. Во-первых, лечиться травами можно и не запрещено. Во-вторых, и врача, и лекарства дал сам Господь Бог для облегчения болезней грешному роду человеческому.
В-третьих, для того, чтобы угодить Богу, нужно исполнять заповеди Божии и ходить в церковь. А чтобы ходить в церковь, нужны здоровые ноги, здоровое сердце, здоровое тело. И как раз в этом очень помогают лечение травами. В последнее время все больше и больше популярность обретают народные целители-фитотерапевты. К их помощи прибегают не только сельские, но и городские жители. Это и вполне понятно. Ведь использование лекарственных растений актуально при лечении очень многих недугов. К слову, в недалеком прошлом фитотерапию использовали практически все, так как аптек, переполненных химическими препаратами, попросту не было. Есть, например, какие-то травники, которые лечат травами, собирают в экологически чистых районах, например, той же самой Башкирии, то, естественно, к таким травникам можно обращаться, результат будет. Главное, чтобы не было такого, что, например, с одной стороны и травой какой-то лечит, с другой стороны и молитвы читает, потом еще какие-то заклинания, порчу снимает. Это тоже уже каша, и тут тоже помощи ждать от Бога никакой нельзя. Существует множество так называемых целителей, которые пытаются улучшить состояние здоровья какие-то оккультными приемами. Я их не знаю. Могу так только предположить, что это заговоры, наговоры, какие-то там ворожба и так далее. Я не только это не знаю, но и не изучал, и не прислушивался, и не вчитывался, и вообще не знаком с такими людьми. Да? Они тоже себя называют целителями, и тем самым не то, что тень бросают, они дегтем вымазывают людей, которые не занимаются этим ничем. У нас один только целитель – это Господь Бог. Но так получилось, что у Господа нет других рук, как кроме наших. И люди стали называть людей, которые здорово помогают. Помогают так здорово, что чудеса возникают при целительстве. Называть таких людей целителями. Да, ряд специалистов сами называют себя целителем. Но ведь вот возьмем меня, да, меня называют целитель. Целитель, травник Гордеев. Официальный диплом от Минздрава получил из рук в руки, из рук замминистра, где написано черным по белому, что Гордеев Михаил является целителем. И свидетельство дано Минздравом Башкирии. Поэтому я считаю, что мы не имеем права называться целителем, потому что целитель – это Господь Бог. Наши предки столетиями использовали полезные свойства растений для лечения. И в наше время травники стремятся вернуть в современное общество то лучшее, что есть в фитотерапии. Во время работы с пациентами, когда я назначаю травы, после длительной беседы, мне, к сожалению, всегда одолевает сомнение. Правильно ли я говорю? Правильно ли назначаю травы? Правильно ли я человеку внушаю веру в том, что он излечится. Потому что это не в руках человеческих, тем более моих. Это в руках Господа Бога. И я глубоко верую в то, что если человек не помогает что-то, значит Господь Бог не дает возможности ему вылечиться и мне тоже помочь этому человеку. У меня такой большой опыт, уже около 30-летний, столько много пациентов прошли, что я помню случаи, когда мне не только не удалось нисколько не улучшить состояние, более того, при назначении определенных составов, на мой взгляд, которые должны подействовать прекрасно на пациента, я стал чувствовать себя так плохо, что я чувствовал буквально, что моя жизнь вытекает, как песок, как вода сквозь пальцы. И эти люди умерли вскоре. Я уверовал в то, что Господь Бог либо позволяет мне лечить пациента, либо не позволяет. И вот это для меня такая линия. Если я чувствую, я не могу даже объяснить, как чувствую, что я человеку могу помочь, у меня появляется такое воодушевление, такая вера, без всякого привлечения, что я человеку убежденно, с верой говорю, что ты излечишься. То есть вот в работе с пациентами, нездоровыми людьми, когда я назначаю травы, во мне борются два чувства, два такое ощущение. Вот действительно я ловлю какую-то помощь, я, может быть, заблуждаюсь, но считаю, что это помощь от моих небесных покровителей, святых и Пантелеймона, и Амфилохия, и Луки, воина Есенецкого, да.
Лука Крымского и других целителей, которым я, естественно, молюсь. И молюсь, может быть, не каждый день им, но бывают такие периоды по неделе, по 2 недели. Я езжу по паломнические поездки и живу, бывает, по 10 дней, никуда не выходя из стен монастыря. Вот, и молюсь, и причащаюсь, исповедуюсь, и соборуюсь. Господь Бог дал каждому человеку свой талант. И врачам-травникам у них от Бога талант, чтобы помогать людям лечить их телесные болезни. И врач-травник, когда лечит людям болезни, он исполняет Божие предназначение. То есть он находится на службе у Бога. Этим служит Богу. Травничество, слава Богу, православием поддерживается очень сильно. И более того, так получилось, я уж скажу, может, первый раз в жизни, простите, потому что это, наверное, некорректно говорить, но тем не менее, что произошло, то произошло, уже история. Старец Кирилл Павлов, он благословил меня иконкой на восстановление травничества в монастырях, травы заготавливать и помогаю вот вести приемы начинающим фитотерапевтам в монастырях. Жертвуем большое количество трав. Тем не менее, желающих лечиться травами не так уж и много, потому что лечение травами, оно сопряжено тоже с трудом. Одно дело принять укол, да, лечь на кушетку и там, чтобы инъекцию сделали, или таблетку проглотить. Другое дело, траву надо как минимум заварить, настоять, процедить и выпить. Вот уже вот много операций. Поэтому тут как-то желающих не очень-то и много. И потребности монастырей в травах не такие уж большие. Целебную силу травам, мы верим, дает сам Господь. Да? То есть Он создал, сотворил все разнообразие средств, мы ими должны разумно пользоваться. Как говорил один святой, языческая наука подобна змее. То есть мы должны из нее полезное взять, а вредное отбросить. Целить – это от слова «делать цельным». Делать человека цельным. И тут я считаю, что просто выполняю задачи православия, как могу, как травник. Да? Не как священник, как травник. Человека, дух, душа и тело должно быть единым, и тогда получается монах. Но если человек не идет по такому яркому духовному пути, то на бытовом уровне для человека быть не расстроенным, быть единым, быть целостным. Я так думаю, что Бог позаботился о том, чтобы мы были здоровы и счастливы, поэтому Он дал нам вот эти вот травки как средство для излечения болезней, когда еще не было химической промышленности. Вот, и заботясь о нашем здоровье, дал нам такую помощь. Земля дает все, что необходимо человеку. И еду, и лекарства, и пищу для души. Надо только с благодарностью принимать эти дары и не ходить к магам, ворожеям и экстрасенсам. Цените свое здоровье, дорожите им и обращайтесь только к тем специалистам, которые не смогут навредить вашему здоровью. У меня такой вопрос. У меня есть дети, внуки. Я хотела бы узнать, какому святому надо молиться за здравие и благополучие детей. О здравии и благополучии детей мы молимся прежде всего Господу. Во-вторых, Божией Матери. Господь нас создал. Господь сам был человеком и остается им быть, когда воплотился Господь наш Иисус Христос. Поэтому Он знает наши нужды опытом, знает, как быть сыном, знает, что мама за него переживает, знает и переживания матери. Во вторую очередь молимся Божией Матери. Божия Матерь как та мать, которой мы усыновлены все по кресте Господне. Ну и в-третьих, молимся тем святым, кого больше почитаем. Сейчас наиболее распространена молитва Святой Блаженной Матроне, святителю Николаю Мирликийскому чудотворцу, святому великомученику целителю Пантелеймону и прочим известным святым. Особых указаний на этот счет не существует. Существует какая-то общая традиция и ваше доброе расположение к тому или иному святому. Но прежде всего молитва – это Богу.
В Уфимском храме Богородской Уфимской иконы Божией Матери пребывает ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых, имевшая от рождения дар чудотворения. Провидица не видела дневного света, но имела духовное зрение. Сама, лишенная возможности видеть, она помогала людям найти правильный путь. Вот люди приходят на поклонение, просят помощи в своих бедах, проблемах. Каждый человек может прийти на поклонение святым мощам. Но, конечно, нужно знать, что очень часто люди обращаются, когда уже ситуация совсем критическая. Либо человек при смерти лежит, либо в тюрьму сел сын, например, или дочка, проблемы с дочкой. Вот. И только тогда начинают люди обращаться. Поэтому лучше предупредить ситуацию, обратиться пораньше, вот, чтобы Господь управил все как нужно. Нужно знать, что помогает Господь Бог по молитвам святых. Святая блаженная Матрона – это не Господь Бог, это не Божия Матерь. Вот. Мы, когда обращаемся к ней, нужно иметь в виду, что в первую очередь нужно обращаться к Богу за помощью. Вот. Но поскольку святые – это ходатаи наши перед Богом, мы обращаемся к святым, чтобы они как бы передали весточку, нашу молитву к Богу. Вот. Ну а какие просьбы у человека могут быть, это уж сам человек знает. Либо кто-то болеет, либо еще какие-то проблемы. Вот. Ну не обязательно по проблемам обращаться, можно и поблагодарить. Вот, допустим, экзамен сдал, хорошо пришел и поблагодарил. Что-то хорошее в жизни случилось, пришел, поблагодарил. Вот. Поэтому благодарить тоже ведь нужно. Не только все просить, дай. Нужно еще и уметь говорить спасибо. В Уфимском храме Богородской Уфимской иконы Божией Матери ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской будет находиться до 15 октября. – 14 сентября Православная Церковь отмечает церковное новолетие. Новолетие является, пожалуй, самым незаметным православным праздником, который в церковном календаре торжественно именуется началом индикта. На Руси традиция новолетия называть началом индикта пришла из Византии. Индикт – римское название первого числа сентября месяца и 15-й летний период времени сбора податей в Римской империи. Решение начинать Новый год 1 сентября по старому стилю и 14 сентября по новому было принято на Первом Вселенском соборе в 325 году. Эта система летоисчисления появилась при императоре Константине Великом, который Миланским эдиктом законодательно даровал христианам полную свободу исповедовать свою веру. На Руси Новый год праздновали 1 сентября до тех пор, пока великий реформатор Петр I не захотел внести изменения в календарь. В 1699 году Петр повелел отмечать новолетие 1 января, как это было принято в Европе. Но церковная традиция отмечать новолетие 1 сентября сохранилась и до сегодняшнего дня. Кстати, учебный год в церковно-приходских школах всегда начинается с новолетия. У нас в миру принято, что Новый год начинается с 1 января, Старый Новый год начинается с 14 января. В церкви именно начало Нового года начинается с 14 сентября, то есть это первый месяц, как раз первый месяц Нового года. И церковь к этому моменту приурочивает специальный праздничный молебен на новолетие, где прежде всего воздается благодарность Богу за прожитые годы и просим Божьей помощи, чтобы Господь послал и сил, и помощи на следующий Новый год. И в конце многолетия, оно называется многолетие, как раз возглашается многолетие патриарху, правящему архиерею и всем верным чадам Русской Православной Церкви. 1 сентября юлианского календаря имеет богатую историю и глубокий духовный смысл. Вот почему Православная Церковь бережно хранит эту дату.